Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ждать ли третью волну COVID-19? Специалисты говорят о стабильном росте заболеваемости. Когда абхазских медиков отправят на реабилитацию? Как движется работа по исполнению поручения временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба? Абхазские студенты-повара осваивают молекулярную кухню. Необычную программу в Абхазский многоотраслевой колледж привез шеф-повар из Москвы. ЧП на границе с Грузией. Жители Галского района погибли при попытке незаконного пересечения государственной границы с Грузией вброд через реку Ингур. Попытка была предпринята рано утром 6 апреля в районе села Таглан Галского района. Вследствие сильного паводка троих граждан унесло течением реки, и они погибли. 7 апреля тела погибших были обнаружены на сопредельной с Абхазией стороне в Зугдидском районе. Прокуратура Гальского района началось с того, что поступило заявление Гвалия Эмзара Гуликоевича о том, что его брат Гвалия Ильгудия Гуликоевич, его супруга Гамисоня Махмала Отарьевна и их невестка Сатава Тамуна Ревазовна должны были пересечь государственную границу, значит, из Республики Абхазия в Республику Грузия. Но по дороге пропали, и он как бы в своем заявлении просит принять меры по их розыску. И уже, получается, вот вчера, когда стали созваниваться они с родственниками на той стороне, ну и когда наши уже, значит, МВД, СГБ стали работать, выяснилось, что был контрольный сброс воды. Это 5 апреля. Был осуществлен контрольный сброс воды. Это с плотины? Да, это с плотины, это водохранилище находится на грузинской стороне, да, был контрольный сброс воды. Ну и потом уже позже их тела были обнаружены в районе села Шамгона Зугдидского района. Вообще они родом из села Тарча, это вот получается Гвалия, Гамисония, Цатава, это вот супруга и их невестка. Они из села Тарча, Флорчалского района. Но их сопровождал Бесландзе Тамази Владимирович. Он прописан в селе Махунджара, но по факту он проживает в городе Гал. Это, вот, ну, скажем, проводник, который их должен был перевести через речку. Ну, они, конечно, обходя пропускные пункты, переходили, значит, государственную границу, чтобы избежать на территории Грузии карантина. Их тела забрали в Кутаисский морг, значит, на экспертизу. Даже вот пока еще, скажем так, сюда их не провезли. По данным СГБ Абхазии, граждане решились на незаконный переход госграницы, чтобы избежать обязательного 5-дневного карантина, введенного грузинской стороной в отношении лиц, въезжающих из Абхазии в Грузию. Сообщение оперативного штаба за 6 апреля. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 249 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них. В Гудаутской ЦРБ 5 апреля скончался пациент 1934 года рождения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 576 человек. Зарегистрировано 216 летальных случаев. Выздоровели 13 070 человек. Быть ли третьей волне COVID-19? Специалисты говорят, что число заболевших коронавирусной инфекцией медленно, но верно растет. Готовится ли нам к новой волне коронавируса, выясняли наши корреспонденты. Слово Мариане Котовой. Сегодня в Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 32 пациента. В день в среднем 4 человека кладут в стационар и 4 выписывают. 8 человек в тяжелом состоянии лежат в реанимации. По словам главного врача Сухумской инфекционки Астамура Гуния, в последнее время болезнь стала протекать более тяжело. Чуть-чуть тяжелее стало протекать, и вот так называемый цитокиновый шторм, он стал быстрее наступать. У нас и молодые есть, штормящие в возрасте 24, 25, 30, 35, 40.
Но основная масса, да, за 50 лет. И, как правило, с сопутствующими заболеваниями, конечно, там сахарный диабет и там сердечно-сосудистая патология разная. Появились ли в Абхазии новые штаммы инфекции, утверждать сложно. Для этого необходимы лабораторные исследования. Но клиническая картина у некоторых пациентов, по словам Гуния, позволяет предполагать, что такое возможно. Однако врач надеется, что в республике появится возможность проверять это доподлинно. Лаборатория санэпидстанции нам обещала. Сейчас мы дали список и биоматериал этих больных, подозрительных на этот штамм. Вот вроде бы они нам должны организовать. К сожалению, у нас реактива в Абхазии нет и не могут определить штамм. Это только вот за пределами. Вроде бы обещали организовать, посмотрим. Утверждать, что в Абхазии есть локальные вспышки заболевания, Астамур Гуния не берется. Но при этом приводит тот факт, что за последние дни 7 человек было госпитализировано из села Шаумяновка. Сегодня мы госпитализировали 3 человек, вчера 2. И перед этим еще 2. И все они были из Гулрипского района, из села Шаумяновки. Там у них в школе заболели учителя. Я сейчас не могу сказать, что именно там какая-то вспышка. Но вот последние 2-3 дня как минимум 7 больных вот из этого района, из этого села у нас. Нарушение режима ограничений стало причиной роста числа заболеваемости COVID-19, говорят врачи. Население расслабилось, большинство перестали носить маски и активно участвуют в массовых мероприятиях. Все это привело к тому, что графики заражения пошли вверх. Применительно к нам это, наверное, будет 2-я волна. Все-таки у нас была одна большая затяжная 1-я волна, 2-й волны, 2-я у нас идет сейчас. Вот. Абсолютно расслабилось население по сравнению вот с мартом, да, вот, и с последними 2 неделями обращаемость увеличилась значительно. Более 13 тысяч человек в Абхазии переболели новой коронавирусной инфекцией. Но этого недостаточно, чтобы сформировался устойчивый коллективный иммунитет. 70% населения должны быть носителями антител, полученных или в результате болезни, или вакцинации, говорит главный санитарный врач республики. Поэтому и расслабиться можно будет только после завершения вакцинации. Но пока неизвестно, когда она начнется. Согласованы все моменты о том, что Российская Федерация нам выделяет эту вакцину. Сейчас согласуются моменты именно транспортировки. Транспортировка затруднена тем, что вакцина не имеет возможности разморозки. Как только она разморозилась, считайте, что через 6 часов мы должны ее просто-напросто уничтожить. Транспортировка – это минус 18, минус 20 градусов. Это специализированный транспорт. Это транспорт, скорее всего, будет Москвы. Главный санитарный врач республики в очередной раз призывает население страны соблюдать масочный режим и не собираться на массовые мероприятия, подчеркивая, что свадебные кампании – это тоже массовые мероприятия. И чаще всего сегодня заражение коронавирусом происходит именно там. Со слова «свадьба» перешло в такой красивое выражение «компания». И когда сажают вроде в домашних условиях до 200 человек, это точно такое же массовое мероприятие. И у нас есть случаи, когда именно с таких мероприятий мы заново получаем заболевших. 12 апреля истекает срок ограничительных мер. Штаб будет принимать решение об их ослаблении или ужесточении, в зависимости от ситуации. И если число заболевших будет расти, то не исключена вероятность того, что одни запреты не будут отменены, а другие вернутся снова. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ. Абхазия может заказать коммерческую партию вакцины от коронавируса из России, считает депутат парламента Алхаз Джинджолия. Как отметил Джинджолия в интервью «Спутник», Россия в первую очередь должна обеспечить вакциной свои регионы, поэтому поставка в Абхазию задерживается. Тем временем, ожидая вакцину, Абхазия теряет золотой период вакцинирования, объяснил депутат. На носу у нас туристический сезон, народ хлынет в Абхазию. Я считаю, что с туристами будут ввозиться новые случаи заражения, какие бы меры не соблюдались в России, добавил он. Джинджоли отметил, что после получения вакцины в первую очередь привиты будут медицинские работники, сотрудники силовых органов и учебных заведений, так как они относятся к группе наиболее активных переносчиков. Вакцинирование будет проводиться добровольно.
Когда абхазских медиков отправят на реабилитацию? Предоставить медработникам республики, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, возможность пройти реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности премьер-министра Республики Абхазия Владимир Делба. Наши коллеги решили выяснить, как продвигается процесс в оказании поддержки абхазским медикам. Репортаж Виолы Барганджи. Меры поддержки отдельных категорий медработников республики обсудили еще 29 марта в ходе совещания с членами правительства и руководством Фонда соцстрахования и охраны труда. Тогда временно исполняющий обязанности премьер-министр страны Владимир Делба поручил подготовить списки врачей, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы в дальнейшем предоставить им условия для реабилитации в санаторно-курортных учреждениях. Сейчас в Министерстве здравоохранения этот вопрос находится в процессе проработки, учитывая сегодняшнюю нагрузку медиков. Его реализация является крайне необходимой, отмечает заместитель министра Тенгиз Вардания. Эти люди, которые занимаются лечением больных коронавирусом, несут большущую, чтобы не сказать колоссальную нагрузку, как физическую, так и моральную, может даже морально-психическую нагрузку. Поэтому кто, как не они, подлежат реабилитации, помощи в том, чтобы выйти им из той ситуации, в которую они вошли неделю, или некоторые работают и 2 недели, и 3 недели. Конечно, государство должно им помочь. И Минздрав занят тем, что готовит списки этих людей. Тенгиз Вардания также отметил, что реабилитация врачей, безусловно, будет предоставляться на добровольной основе и действовать до тех пор, пока останутся желающие. Конечно, это не насильно. Если человек не хочет, мало ли, семейные обстоятельства, маленькие дети или больной дедушка, насильно нет, конечно. Но для тех, кому позволяют личные домашние обстоятельства, и подлежат они для реабилитации, конечно, все будет сделано для того, чтобы они получили эту реабилитацию. Всего на период пандемии больным коронавирусной инфекцией круглосуточно оказывали помощь до 200 абхазских медиков. Кто из них отправится на реабилитацию и в какие конкретно санатории, пока неизвестно. Однако, как отмечают в Фонде соцстрахования и охраны труда, учреждения будут соответствовать всем нормам курортно-санаторного лечения. Финансирование и осуществление данной программы будет заниматься наш фонд. Мы будем внимательно смотреть за заключением договоров с санаториями, чтобы был максимальный комфорт и условия нашим работникам, которых мы отправляем на санаторно-курортное лечение. Мы можем заключить договора любым санаториям Северного Кавказа и даже нашими санаториями, если они будут предоставлять в первую очередь услуги о санаторно-курортном лечении и оздоровлении. Подвиги этих людей сравним с подвигом сыновей и дочерей во время войны, в Отечественной войны абхазского народа. Эти люди рисковали своей жизнью и в первую очередь должны быть направлены на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Также в Фонде соцстрахования отметили, что работа по предоставлению данных путевок медработникам страны будет осуществлена сразу же после получения необходимого списка врачей от руководства Минздрава. Виола Барганджа, Раму Камки, Абазатова. В социальных сетях стартовал благотворительный аукцион «Добрая маска», инициированный благотворительным фондом социально-культурных инициатив и Центром гуманитарных программ в рамках общественной кампании по призыву носить маски в местах скопления людей. Все средства, вырученные от аукциона, будут переданы в культурно-благотворительный фонд «Ашана». Специально для проекта были приобретены 18 матерчатых защитных масок, которые были разрисованы известными художниками Абхазии. Каждая маска уникальна, а все рисунки в единственном экземпляре. Ее обладатель может быть уверен, что второй такой маски ни у кого не будет, сказала директор фонда «Ашана» Мактина Джинджоли. Аукцион будет проходить в социальных сетях на страницах фонда «Ашана». Стартовая цена всех лотов – 500 рублей. Каждый последующий шаг – в 100 рублей.
Официальная хроника. Президент Республики Абхазия Аслан Бжаня благодарит всех, кто поздравил его с днем рождения. Глава государства признателен каждому за добрые пожелания, адресованные ему. Президент желает всем здоровья, мира и благополучия, сообщает пресс-служба главы государства. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Валерий Кварча поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: на посту председателя Совета Федерации Федерального собрания вы вносите большой вклад в решение важнейших государственных задач. Ваш профессионализм и ответственный подход к актуальным вопросам внутренней и внешней политики снискали вам высокий авторитет как в России, так и за ее пределами. Отношения Народного собрания парламента Республики Абхазия и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации носят характер взаимного уважения, доверия, дружбы, и в этом ваша большая личная заслуга. Выражаю уверенность, что сложившееся двустороннее сотрудничество будет и далее укрепляться в интересах народов Республики Абхазия и Российской Федерации. Авария на высоковольтной линии Кавкасионе устранена на территории Грузии, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Однако ограничения на подачу электричества в Абхазии сохранятся ориентировочно до 22:00 7 апреля из-за регламентных работ на территории России по линиям Кавкасионе и Гечрипш, отметили в пресс-службе. Напомним, во вторник, 6 апреля, из-за аварии на высоковольтных линиях Гечрипш и Кавкасионе в энергосистеме республики образовался дефицит мощности порядка 100 мегаватт. Чтобы покрыть этот дефицит, Черноморэнерго было вынуждено ввести ограничение подачи электричества на 1 час через каждые 3 часа по всей территории республики. С 8 часов утра сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вели поиски пропавшего накануне жителя села Депукыт Кулрыбского района. Гражданин Чукурян, 1934 года рождения, накануне вечером вышел из дома и не вернулся. Помимо спасателей, в поисках были задействованы сотрудники местного РОВД и родственники Чукуряна. В районе 10 часов утра одна из поисковых групп обнаружила пропавшего в районе села Шаумяновка. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отработали новые способы введения огня, сообщает пресс-служба ЮВО. Они осуществили введение огня в различных видах современного общевойскового боя на полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности, а также на берегу Черного моря. Личный состав соединения провел боевые стрельбы в дневное и ночное время суток из бронетранспортеров, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, а также применил различные способы ведения огня из укрытий. Тактические группы поочередно смоделировали действия условного противника в наступлении. Всего в учении приняли участие более 1000 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 тысяч единиц военной техники. Делегация ТПП, возглавляемая президентом Тамилой Мирцхулавой, примет участие в 25-й юбилейной международной специализированной выставке «Туризм, спорт, активный отдых», которая пройдет в одном из крупных выставочных центров «Казанская ярмарка», где будет представлен весь спектр туристических возможностей и маршрутов Абхазии. Как сообщается на сайте ТПП Республики Абхазия, в рамках рабочей поездки запланирована встреча с коллегами ТПП Татарстана, где будут обсуждаться план дальнейшего сотрудничества в целях содействия предпринимательским кругам Абхазии и Республики Татарстан. Народная артистка Абхазии и России, оперная дива, обладающая потрясающим голосом и уникальным драматическим талантом Хибла Герзмава, примет участие в фестивале «Денис Мацуев представляет», который открылся в Челябинске 6 апреля. Музыкальный форум «Настоящий долгожитель». В регионе он проводится уже в 9-й раз. 8 апреля в Национальной библиотеке состоится благотворительная акция министра культуры, посла доброй воли Абхазии Гудиса Аграба «Культура детям». Для подопечных фондов Киарас и Ашана будет проведена экскурсия. 7 апреля христианский православный мир отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который относится к числу больших церковных праздников, поэтому считается, что в этот день работать нельзя.
На самом деле, уточняют священники, речь идет о тяжелом физическом труде. По преданиям, в этот день Пресвятой Деве Марии явился архангел Гавриил, который сообщил ей благую весть о рождении сына, который в будущем станет спасителем всего мира. В руках архангел держал белую лилию, символ чистоты и непорочности, которая изображена на всех иконах Благовещения. В этот день во всех храмах прошли божественные литургии. В Сухумском кафедральном соборе праздничную службу возглавил председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Апля. Это самый радостный день для всего рода человеческого, потому что Матерь Божия настолько была пресвятой и чистой. И она услышала от архангела Гавриила, что она родит. Она: как, говорит, я могу родить, я, говорит, мужа не имею. Ну вот этот Дух Святый, и она потом начинает вспоминать, как в Священном Писании, как она училась, она была с 3-летнего возраста введена в храм, и она путь по слову. Это и есть еще один показатель, какая она была верующая. Поэтому она является нашей ходатайцей рода человеческого. Пресвятая Богородица, спаси нас. И сегодняшний вот этот благой день, благое намерение, дающее возможность род человеческий оставаться в образе и подобии Богом нам данное. И дай Бог, чтобы все люди, живущие от малого до великого, научились жить именно в этой благочестии и чистоте. А где благочестие и чистота, там обязательно будет здоровье и скорби. Все эти печали, они исчезнут, как исчезает дым. И дай Бог нам всем иметь веру с горчичного зерна, и верить, и делами своими добрыми, и мы будем иметь связь с Богом. На Абаза ТВ продолжается образовательный проект общественной организации «Пейпш-21». В течение года в эфире будут транслироваться более 50 видеоклипов на стихи абхазских поэтов, включенных в учебную программу по абхазской литературе с 5 по 11 классы. Стихи читают актеры Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Сегодня произведение Баграта Шинкуба «Ахра Яллас» читает Сырбей Сангулия. Баграт Шинкуба «Ахра Яллас». Аженьятра ялак наха, ус якуша иджерамчик, храга гвача амохраха ежагулу. Слухучик, ишпачия я хайквампа, и назгази вагаври, затраз хаваз аш хаварба, ячетшезракамлари, зиги чаршут уизлагулу, ахай дацла ей гучо, яха юрцауло, ялнац шаут уизлачо. Ашанзара, ахайцара, алвипш аптаначачу. Уяцла хотя амасара купаров хохчеруб изчу. Абшанкулка ваш хатула, нанут аджкван хажо. Уячахчует ахатухла, ахра ачаткул агумшо. Абсахара гудумзала, ецир ашубьянаго. Еху ацла и шигацала, амчи алшарей рубраго. Я задума уизла бгамлас, мои зламги заблахац. Ахра гуамоп, ахра яльяз, ахра яласоп адац.
Абхазские студенты-повара осваивают молекулярную кухню. Необычную программу для студентов Абхазского многоотраслевого колледжа привез шеф-повар из Москвы Азиз Нагайбаев. Занятия проходят в новой профессиональной кулинарной лаборатории, отремонтированной и оснащенной в рамках совместной программы ЕС и ООН по улучшению профтехобразования. Подробнее Надежда Боровикова. В Абхазском многоотраслевом колледже наконец возобновились занятия. Студенты кулинарных отделений больше других ждали открытия, потому что их ждала новая профессиональная кухня. Ремонт и оснащение здесь провели в рамках совместной программы ЕС и ООН по улучшению среднего профессионального образования. Лаборатория была запущена в прошлом году, но, к сожалению, из-за коронавируса мы не могли использовать ее на полной мере. И для того, чтобы запустить его правильно, чтобы запустить его интересно, мы пригласили известного и очень уважаемого повара, шеф-повара из Москвы, который сейчас помогает молодежи осваивать современные подходы к кулинарии и современные подходы к современной кухне. Шеф-повар из Москвы Азиз Нагайбаев консультирует поваров, помогает разрабатывать меню для новых ресторанов и проводит мастер-классы для взрослых. Для абхазских студентов он привез программу по молекулярной кухне. Мы работаем по программе, это такая книжка «Молекулярная кухня. Секреты. Модернистическая основа всей кулинарии». Вот, то есть были в начале сперва аутентичные у нас направления, азы, аутентичная именно абхазская кухня, потом мы готовили ризотто, пасты, итальянские. Первокурсница Нала Купарадзе колдует над особой смесью. В ней апельсиновый сок, мед и натуральный загуститель агар-агар. Из этого состава ребята учатся делать икру и спагетти. Здесь у нас охлажденное масло, здесь сок, который мы только что варили. Получается, набираем. Группа на мастер-класс собиралась из желающих. После первого занятия, когда студенты узнали, чем именно будут заниматься их более инициативные однокурсники, желающими стали все, но мест уже не было. Карен Макартычан рассказывает, что на мастер-классе научился готовить блюда, о которых раньше даже не слышал. Готовили пасты, паттайя, орзо, ризотто мы готовили, поке, фобо готовили. Такие названия мы не знали раньше. В предыдущий раз, когда мы снимали студентов-поваров, Оксана Зюзина за обычной партой училась нарезать овощи и делать украшения. Сейчас она с восторгом рассказывает, какие возможности открывает новое оборудование кулинарной лаборатории. Здесь, конечно, инновации круче, намного круче, чем в той лаборатории. Да? Если мы могли сказать, что та лаборатория, домашняя наша кухня, а это просто вот, знаете, как в ресторанах. В ресторанах реально вот битва шефов показывают по телевизору. Тут есть духовки, здесь есть вот, которые раскатывают тесто, они могут раскатать тонко. Здесь есть разные приспособления, которыми ты можешь приготовить крем, можешь сделать разные пирожные. Как раз на втором курсе мы это будем делать. Задание от шефа на сегодня – десертные хачапуры. Они готовятся из бездрожжевого слоеного теста с муссом из сливочного сыра и желтком из абрикосового джема. Я их делю на 2-3 команды и иногда команду на 2 части, то есть, соответственно, формат такого конкурса. Победившая команда получит этот фартук. Да. Самый хорошо проявивший себя здесь и желающий работать студент получит от меня так называемую шпаргалку для поваров. Это готовое меню, то есть в любом ресторане можешь приходить и открывать. Помощь, которую получают абхазские колледжи в рамках совместной программы ЕС ООН по улучшению среднего профессионального образования, направлена на его популяризацию и улучшение условий обучения. Когда люди куда-то выезжают, они чаще всего, по 50% это они хотят посетить какое-то место, но на вторые 50% они хотят попробовать какую-то интересную кухню. Мы надеемся, что студенты освоят новые навыки, новые подходы, будут делать уникальные блюда. И мы видим, что
Если это они осваивают, они находят на расхват. Вот из этой группы, вот мы по нашим подсчетам, все получат хорошие предложения на хорошие рабочие места. На следующей неделе шеф-повар Азиз Нагайбаев отправится с этой же программой в Галский гуманитарный колледж. Благодаря совместной программе ЕС-ООН там тоже появилась новая кулинарная лаборатория. Надежда Боровикова, Степан Мартиросян, Абаза ТВ. 7 апреля, второй день работы 65-й итоговой сессии, посвященной столетию со дня рождения известного этнографа Лилии Хуршитовны Акаба. Она проходит в Абхазском институте гуманитарных исследований. Репортаж Астанды Отрба на эту тему смотрите после выпуска новостей в проекте «Амш-Ахтыс». Все дороги ведут в МАДИ. Напоминаем, 15 февраля в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете стартовал международный интеллектуальный конкурс. Участвовать в нем могут учащиеся выпускных классов школ, гимназий, лицеев, а также студенты колледжей и техникумов. Победители получат право на бесплатное обучение в МАДИ, а также место в общежитии. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, конкурс пройдет в дистанционном формате. Успейте зарегистрироваться на сайте для участия в конкурсе. Загрузите свой паспорт и справку из школы до 22 апреля и пройдите онлайн-тестирование по математике 24 апреля. Более подробная информация grant.madi.ru. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 8 апреля, в Абхазии облачная погода с прояснениями из-за перепадов атмосферного давления. Ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 14, днем до плюс 24. Температура морской воды На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи!